Слово предоставляется представителю Министерства юстиции Маматханову Шеремкулу Замирбековичу. Пожалуйста. Уважаемые судьи, по ходатайству гражданки Токтакуновой Министерство юстиции сообщает следующее. По мнению заявителя, нормативное положение части 4 статьи 439 УПК, выраженные словами «такие определения подлежат пересмотру в кассационном порядке», одновременно с рассмотрением кассационной жалобы или представления на окончательное судебное решение, принятое по данному уголовному делу, грубо нарушает предусмотренные Конституцией права, свободу человека на справедливое судебное разбирательство и полноценную судебную защиту. Часть 1 статьи 23 Конституции предусматривает, что права свободы неотчуждаемы, принадлежит каждому от рождения, признаются в качестве абсолютных, неотчуждаемых и защищаемых законом, судом, от посягательств со стороны кого-то не было. Права свободы человека относятся к высшим ценностям Кыргызской Республики. Они действуют непосредственно, определяют смысл и содержание деятельности всех государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц. Следует отметить, что институт кассационного производства является одним из механизмов исправления судебных ошибок, выступает важнейшей гарантией защиты прав свобод человека, а в случае их нарушения нижестоящими судами основным способом их восстановления. Так, в соответствии с требованиями УПК, Верховный суд является судом кассационной инстанции и пересматривает судебные решения на основании и в порядке, установленным кодексом. Суд кассационной инстанции проверяет по кассационной жалобе представлению законность приговора, определение суда апелляционной инстанции. В этом случае главной задачей кассационной судебной инстанции является проверка правильности применения норм материального и процессуального права, посредством этого установление единой правоприменительной практики, отвечающей принципам справедливости и законности. Ранее Конституционная палата Верховного суда в своем решении от 21 октября 2020 года отмечала, что установление наличия судебной ошибки возможно исключительно посредством пересмотра и оценки судебного акта вышестоящим органом. Именно это обстоятельство является первопричиной функционирования институтов повторного рассмотрения дела вышестоящим судом и пересмотра судебных актов в порядке кассации. Другими словами, единственным механизмом устранения судебных ошибок может выступать институт обжалования судебных актов, то есть наличие судебной ошибки или объективно противоправного действия бездействия судьи может быть установлено лишь актом вышестоящего судебного органа. При этом отмечаем то, что часть 4 статьи 439 УПК, выраженные словами «такие определения подлежат пересмотру в кассационном порядке», одновременно с рассмотрением кассационной жалобы или представления на окончательное судебное решение, принятое по данному уголовному делу, не исключает возможность пересмотра судебного решения в кассационном порядке, а устанавливает, что определение, предшествующее окончательному судебному решению, если обжалование таких определений предусмотрено кодексом, подлежат пересмотру в кассационном порядке одновременно с рассмотрением кассационной жалобы. Следовательно, судебное решение апелляционной инстанции может быть обжаловано в порядке, предусмотренном УПК вышестоящим судом, то есть в порядке кассации. Также хотелось бы отметить то, что при принятии данной нормы в части 4 статьи 439 УПК законодатель преследовал цель установить разумный баланс между рассмотрением дела в разумный срок и правом на судебную защиту посредством одновременного рассмотрения судебных решений, которые носят окончательный и промежуточный характер. Важно отметить, что рассмотрение дела в разумный срок важен для обеспечения эффективной защиты прав человека, поскольку длительные судебные процессы могут привести к несправедливым и необоснованным ограничениям прав человека. Рассмотрение дела в разумный срок также способствует укреплению доверия граждан к судебной системе и обеспечению правопорядка. На основании вышеизложенного Министерство юстиции считает то, что часть 4 статьи 439 УПК не противоречит нормам Конституции Кыргызской Республики.